Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Абхазская делегация во главе с премьер-министром Валерием Бганба, находящаяся в эти дни в Донецкой Народной Республике, приняла участие в торжественном собрании, посвященном пятилетию ДНР, сообщает пресс-служба Кабинета министров Абхазии. В своем выступлении глава правительства Абхазии поздравил народ Донбасса со знаменательным днем и отметил, что за прошедшие 5 лет граждане Донецкой Народной Республики стали хозяевами собственной судьбы. Существенно укрепился статус независимой страны. Абхазию и Донбасс объединяют не только дружба и взаимопонимание, но и одно героическое прошлое, неразрывно связанное с ценностями свободы и демократии, стремлением к дальнейшему процветанию государств, подчеркнул в частности в своем выступлении премьер-министр Абхазии Валерий Бганба. Выразил уверенность в том, что республика добьется справедливого триумфа и Донбасс станет полноправным членом международного сообщества. В рамках торжественного собрания за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества и за повышение международного авторитета ДНР Денис Пушилин наградил Валерия Бганба орденом дружбы, а министр иностранных дел Абхазии Даур Кови был награжден знаком отличия ДНР за заслуги перед республикой. Абхазская делегация также приняла участие в праздничном шествии «Лента времени» и посетила выставку достижения ДНР. Государственное инвестагентство Абхазии создало реестр инвестиционных проектов. Данное решение направлено на продвижение инвестпроектов и привлечение в республику инвестиций. В реестре будут собраны наиболее интересные проекты со всей Абхазии, которым требуются дополнительные инвестиции или софинансирование. Гугу Саварданя продолжит тему. Облегчение процесса взаимодействия инвесторов с частными или государственными лицами, продвижение инвестпроектов и привлечение в республику инвестиций – главная задача инвестиционного агентства при Министерстве экономики Абхазии. Именно с этой целью было принято решение о создании реестра инвестиционных проектов, которым требуются дополнительные инвестиции или софинансирование. В реестре будут собраны наиболее интересные проекты со всей республики. Инициатива по созданию такого реестра направлена на то, чтобы облегчить и ускорить процесс поиска инвестиционных площадок для инвесторов, либо инициатором самих инвестиций. Для того, чтобы ознакомиться с проектами, необходимо перейти на сайт Госинвестагентства в раздел «Инвесторам», пункт «Инвестиционные предложения». Для того, чтобы проект был внесен в реестр, необходимо инициатору обратиться в Госинвестагентство либо через электронную почту, либо посредством телефона. Также можно обратиться напрямую при личном посещении. Реестр составляется в электронном виде, а информация о проектах отображается на официальном сайте Госинвестагентства. Для того, чтобы объект был внесен в реестр инвестиционных проектов, необходимо представить документы, подтверждающие право на собственность и пользование, паспортные данные, фотографии и данные объекта, а также заполнить анкету. В перспективе планируется создать и виртуальную инвестиционную карту Абхазии. Эта карта будет размещена также на сайте Госинвестагентства. Она из себя будет представлять карту, на которой наглядно будут отмечены локации проектов, которые размещены в реестре. Это позволит наглядно продемонстрировать инвестиционный потенциал каждого из районов, при этом с разбивкой по сферам деятельности. После предоставления всех необходимых сведений проводится их проверка, и только затем проект вносится в реестр. При необходимости сотрудники агентства могут оказать заинтересованным лицам юридическую помощь. Сейчас на сайте размещен один пилотный проект, еще несколько находится на рассмотрении. Гугу Саварданя, Тамас Чековань, Абхазское телевидение. Выборы президента Абхазии будут проводиться в 35 избирательных округах, в которые войдут 152 избирательных участка. Кроме того, предполагается создать еще 3 избирательных участка за пределами Абхазии – в Москве, Черкесске и в одном из городов Турции, сообщил председатель Центра избиркома Абхазии Тамас Гогия. До дня выборов пресс-конференции будут проводиться в конференц-зале ЦИК. 21 июля, в день выборов, пресс-центр ЦИК будет работать в здании Министерства по репатриации. Улица 4 марта в Сухуме переименована в улицу имени Фазиля Искандера. Такое решение приняли депутаты городского собрания. Ранее Государственная комиссия по увековечению памяти Фазиля Искандера предложила переименовать улицу Марухская в улицу 4 марта, а 4 марта в улицу Фазиля Искандера. Предложение было поддержано главой администрации Сухума Адгуром Харази и передано в городское собрание. На этом же заседании было принято решение о присвоении Сухумской школе искусств имени композитора, оперного певца, почетного директора этой школы Тото Аджипуа.
В Сухуме начался очередной этап профилактических работ по борьбе с пальмовым долгоносиком. Специалисты коммунального управления столичной администрации ведут повторное лечение пальм в центральной части города, а также на турбазе и в Синопе. Репортаж Алики Трапш. Для обработки вековых деревьев коммунальная служба столицы выделила спецтехнику, благодаря которой специалисты смогли подняться к самой верхушке пальмы, потому что именно здесь жуки-вредители и откладывают яйца. Всего на учете у коммунального управления столицы 522 крупномерные пальмы. Среди них финик канарский, Вашингтония, юбея, бутия и слоновая пальма. Большая часть из них уже обработана. Сейчас специалисты в целях профилактики ведут повторное лечение пальм в центральной части города, а также на турбазе и в Синопе. К сожалению, в центре города, где больше есть поражения, нижние пластины опускаются, то есть это признаки того, что они были заражены уже давно. Но пытаемся, конечно, спасти. Поэтому там мы обработали уже 3-й раз. То есть в центре города порядка около 90 пальм, с учетом вот этих двух, мы уже в этом году обработали. Сейчас мы обработаем на турбазе, перейдем в район вокзала, Дзидзария, то есть вот ту часть города. За свой жизненный цикл пальмовые долгоносики полностью уничтожают стволы пальм. И даже взрослые крупные деревья возрастом около 100 лет могут погибнуть из-за насекомых. Сложность борьбы с этим вредителем заключается в том, что его тяжело обнаружить. Пораженное личинками дерево довольно долго выглядит вполне здоровым. Лишь за 2-3 месяца до гибели ствол пальмы начинает медленно сгибаться, а листья меняют цвет. Если заметить кладку яиц вовремя, дерево можно обработать инсектицидом. Но после того, как жук поселился внутри пальмы, уничтожить его практически невозможно. Дерево обречено. Помимо этого, пальмовые насаждения находятся под угрозой уничтожения пальмовым мотыльком, или, как его еще называют, уругвайской огневкой. Данный паразит был обнаружен на брахеях, то есть веерных пальмах. Личинки пальмового мотылька проникают внутрь ствола дерева и питаются там, полностью разрушая сердцевину и уничтожая точку роста пальмы. Очаги заражения пальмовых насаждений уругвайской огневкой были обнаружены в столице у дома учителя. Все эти деревья были обработаны ядохимикатами. Кроме того, в целях профилактики также обрабатываются пальмы трахикарпус и хамиропс, произрастающие в Центральном парке столицы. В день на лечение пальм уходит примерно 500 литров пестицидов. Кабинетом министров было выделено у нас достаточное количество, оно как бы хватает, там порядка 200 литров, но ограничений в том, что нам там будет не хватать, пока вопрос не стоит, поэтому у нас есть. И вот службами зеленого хозяйства, то есть мы включили в плановые работы. Какие-то виды работ, может быть, мы не будем делать, пускай не обижаются наши горожане, потому что прежде всего поставили приоритеты, что нужно делать в первую очередь. Поэтому мы не делаем сейчас обрезку, только крайне каких-то аварийные работы. А так, то, что у нас было по плану обрезка, мы ее поменяли на вид именно лечения пальм. Коммунальное управление Сухума вместе с зеленым хозяйством столицы также помогут ботаническому саду провести в целях профилактики химическую обработку пальмовых насаждений. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. После схода селя в реку Хыбста в минувшие выходные дни без питьевой воды в Гудауте остались новый район и район вокзала. Вода не поступала в колодцы должным образом из-за загрязнения реки, из которой жители города получают воду. 2 дня специалисты Гудаутского водоканала вели работы по поиску места затора и его ликвидации. По словам начальника Гудаутского водоканала Романа Тванба, на данный момент водоснабжение восстановлено, но чтобы исключить такие ситуации в дальнейшем, необходимо вернуть реку в правильное русло. И эти работы начнутся после того, как вода в Хыбсте очистится. С 15 по 17 мая с 10 до 14 часов на территории Центральной республиканской больницы Республиканский кожно-венерологический диспансер при содействии Министерства здравоохранения Абхазии бесплатно и конфиденциально проводит обследование населения на гепатиты Б и С, ВИЧ и сифилис. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. 15 мая в 15 часов в Малом зале Абхазского государственного драматического театра состоится благотворительный спектакль «Оскар и розовая дама». 14 писем к Богу. «Оскар и розовая дама» – произведение, которое не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Может случиться так, что всего лишь одна история позволит сделать открытие, всего лишь одна повесть заставит задуматься. Все вырученные от спектакля средства будут направлены в благотворительный фонд Ашана. Стоимость билетов – 200 рублей.
17 мая в 12 часов 30 минут в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии откроется персональная выставка к юбилею председателя Союза художников, скульптора Виталия Дженя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. В Очамчире прошли соревнования по дуатлону и бегу Очамчира РАН-2019, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, которые привлекли внимание более 500 профессиональных спортсменов и любителей спорта. У всех желающих была возможность принять участие в 4 спортивных дисциплинах: бег на дистанциях от 1 до 10 километров, велозаезд, дуатлон и веселые старты. Спортивный праздник был организован Федерацией триатлона Республики Абхазия «Спорт Апсны» при поддержке компании «Амобайл», молодежного центра «Гюэнос» и администрации Очамчирского района. Подробности в репортаже Саида Джарсаля. Соревнования по дуатлону и бегу Очамчира РАН-2019, прошедшие в Очамчире в выходной солнечный день, стали ярким событием не только для принявших в них участие, но и для жителей города. Сотни профессиональных спортсменов и любителей спорта со всей республики собрались здесь, чтобы принять участие в забеге и дуатлоне на различных дистанциях. На набережной Очамчиры были разбиты 2 площадки – для бега и для велозаезда. Всего на Очамчира РАН-2019 соревновались по 4 дисциплинам – бег на дистанции от 1 до 10 километров, велозаезд и дуатлон, который, кстати говоря, проводится в Абхазии впервые, и веселый старт для самых юных любителей спорта. Года 2 назад идея появилась организовать мероприятие спортивное в городе Очамчира, и в этом году мы решили приурочить к Дню Победы 9 мая и провести здесь это мероприятие. Сейчас у нас проходит 3 мероприятия. Это забеги для детей, для взрослых от 1 километра до 10 километров. Потом у нас будет дуатлон, это впервые в Абхазии подобная дисциплина. Дуатлон – это чередование бега, вело и еще раз бега. Впервые в Абхазии, есть много зарегистрировавшихся. Вот. И потом будет велозаезд. Первый старт начался в 11:00. На дистанцию 1 километр вышли дети. Здесь можно было увидеть даже ребятишек 3-летнего возраста, которые отважно, без родителей, решили покорить дистанцию. В забеге на 10 километров победу одержал легкоатлет, мастер спорта Абхазии Дмитрий Зинченко, который уже не первый раз принимает участие в таких соревнованиях. Как признается бегун, победа ему далась легко. Моя 4-я победа в этих забегах. Готовился я, как обычно. Каждый день проходят мои тренировки. Дистанция очень легкая, трасса ровная, конкурентов не было. Для жителей и гостей Очамчиры данное мероприятие стало не только ярким спортивным событием, но и настоящим праздником. Кто-то пришел участвовать в соревнованиях, а кто-то поддержать своих родственников и друзей. По завершению состязаний взрослым и маленьким победителям забегов и велозаездов были вручены медали и призы. Саид Джарсаля, Александр Чернов, Анатолий Маланя, Абхазское телевидение. В Крыму прошел открытый турнир города по вольной борьбе среди юношей и девушек, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. В турнире приняли участие около 300 спортсменов из регионов России и Республики Абхазия. По итогам соревнований у абхазских спортсменов 3 золотые медали и 1 бронза. Первые места заняли Донат Партанадзе, Данил Допуа и Алмаз Андарбуа. 3-е место у Данилы Андарбуа. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, местами возможен туман. Температура воздуха ночью 10-15, днем 21-26 градусов. Температура морской воды 16 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.